На протяжении 5 лет служба занятости населения реализует программы поддержки развития предпринимательства среди безработных. Желающим открыть свое дело необходимо составить бизнес-план, защитить его и пройти специальное тестирование, которое определит готовность человека к предпринимательству. Если же знаний у претендента оказывается недостаточно, то он может пройти специальные подготовительные курсы за счет средств службы занятости. В нашей республике большой процент молодежи очень хочет открыть свой бизнес и иметь собственное дело. Но достаточно ли одного желания и каков реальный уровень предпринимательской грамотности среди этой молодежи? Первые шаги в бизнесе нужно начинать со совсем маленьких проектов, на которых у вас еще будет возможность ошибаться. И сумма проектов желательно, чтобы была тоже не особо велика. Потому что там никакие школы, там ни MBA, ни опыт работы даже в крупных компаниях он не защищает от ошибок. А если ты начнешь там в практику конкретно погружаться, ты никогда на теории не узнаешь никаких подводных течениях того или иного направления в бизнесе. Согласно условиям выдачи субсидий, предприниматели обязаны отчитаться по израсходованным средствам, платить налоги и заработную плату работникам. Служба занятости регулярно проводит проверки. В случае, если человек, получивший деньги, все-таки не следует всем условиям, то выделенные средства подлежат возврату. За последние 3 года мы более 350 исков подали в принудительном взыскании, в общесудебном порядке, потому что люди по представленным бизнес-планам не израсходовали эти деньги или не создали рабочие места. И мы вынуждены бываем тогда подавать исковые заявления и в судебном порядке взыскивать эти средства. Создание рабочих мест для инвалидов – одна из задач, обозначенная в майских указах Владимира Путина. Служба занятости с 2010 года проводит мероприятия по оснащению рабочих площадок для этой категории граждан. За 3 года было создано 242 таких места. Так, Свидерская Светлана, состоящая на учете в Центре занятости, стала делопроизводителем в бизнесе по изготовлению бумажных салфеток, открытым также благодаря субсидиям службы занятости. Я несколько лет искала работу. Но у меня 2-я группа инвалидности, поэтому есть ограничения в моей трудоспособности. И работу найти было очень трудно. И я стала на учет в фонд занятости. Ну вот благодаря фонду занятости мне предложили эту работу делопроизводителя. Мне очень нравится, условия хорошие. Зарплату платят вовремя. В 2014 году Республиканский комитет по занятости населения планирует просубсидировать 200 безработных граждан. По сравнению с прошлым годом денежная сумма будет увеличена и составит уже 150 тысяч рублей. Фатима Макиева, Шалва Домбаев, Осетия ТВ.